Теперь есть другой момент, смотрите. Есть тонкие моменты, как дополнение сделаем. Например, у маликитов ячмень и пшеница один вид, говорит. У 3 мазхабов это 2 вида, говорит. Ячмень, пшеница это 2 вида, говорит. Захирия такой мазхаб был в 5 веке, которых сейчас нет. Которые внешним аятом, внешним пониманием аятов хадиса придерживались. Они говорят, есть процент с разницей только в этих 6 категориях, говорит, которые в хадисе сказано. Больше других не сказано, значит никаких процентов нет. То есть, я хочу сейчас продать вам платину, белое золото. Килограмм за килограмм. Можно? Например. Денежная валюта, например, доллар, ладно, это золото и серебро в нынешнее время. Например, другой вид. Я хочу вам продать клубнику 10 килограмм за другую клубнику сорта, который у нас есть итальянский сорт, есть другой сорт, кыргызстанский. Есть еще 3-й сорт, который отличается. Прибыль разные дают. Так? Могу ли я эту клубнику продавать? Килограмм за 3 килограмма. У захирия можно. У некоторых мазхабов говорят, теперь, кроме захиритов, только они говорят, процент с разницей есть только у этих 6 сказанных в хадисе. Соль, финик, пшеница, ячмень, золото, серебро. Так? Другие 4 мазхаба сравнивают. Дело не только в этих 6. В этом хадисе пророк сказал, самое минимальное сказал, но не с ограничением. Процент только в них заключается. То есть процент есть в чем? В денежных валютах, есть в еде. Если, например, я хочу продавать сталь, тонну стали за другой сорт, или, как сказать, вид стали подороже. Могу ли я его продавать, свой хороший вид стали, за плохой вид стали, тонну за 3 тонны? Могу. Потому что это и не золото, и не серебро, и не валюта, и не еда. Машину могу менять. Тамам? Любые другие виды. Телефон могу менять? Могу менять. iPhone Pro Max могу променять за Android простой. За 3 андроида. Будет процент? Нет процента. Это не еда. Это не золото, не серебро, и не доллар, и не евро. Тамам? Но если у кого возникает сомнение, я вот не знаю, Аллах говорил, в этот момент я спал. Я дремал. И прослушал этот момент, не помню. Могу ли я свою сотку iPhone Pro Max, который мне уже надоел за год, могу ли я его поменять за Sony или за другой вид телефона, за 2 телефона хороших, новых? Я проспал, дремал, не помню. Засомневался, как надо поступать. Лучше продай за деньги, и за деньги купи другой телефон. Никаких проблем. Как пророк в конце что сказал? Продайте за серебро, и этим серебром покупайте другой вид финика. Но финик за финик только сама амбисама, 1 за 1, 3 за 3 и все. Теперь хороший вопрос. Есть 2 порядка. Например, баран за одного барана. Это одна картинка. Одного вида. Так? Второе. 5 баранов за одного быка. Это 2 вида. Тамам? Теперь я хочу еще и поменять свои 5 баранов за 100 килограммов уже готового мяса. Это 3-я картинка. Поняли, да, картинку? Теперь первый вопрос разберем. Баран за баран. Это и золото, и серебро? Нет. Это соль? Нет. Это пшеница? Все, что бобовые, например, или как зерна, относятся к виду пшеницы и ячменя. Баран
ни к соли не относится, ни к пшенице, ни к зерновым не относится, тамам? Ни к финику не относится, ни к золоту, ни к серебру не относится. Значит, баран вы можете менять. За быка с разницей, разный вид, тем более. За лошадь или за другого барана, побольше или поменьше. Или получше арашанский, например, дорогой вид. Или за готовое мясо. Можно? Говорится, можно. Да, есть некоторые тонко заходят, это тоже вид еды, нельзя говорить, но это слабо. Аллаху алям. Есть мазгаба. Нельзя однозначно говорить, что только... Однозначно мы можем говорить, что водка харам, мертвечина харам. Тамам? Здесь нету разногласий. Но есть моменты такие сомнения. Ялла. Можно? Lexus взял за, например, за Мазду, за 2 Мазды поменял. За одну Мазду и с доплатой сверху еще и $5000. Можно? Можно, без проблем. Машина ни к еде не относится, ни к золоту, ни к серебру, ни к соли. Можете продавать, как вам удобно. В другом хадисе говорится, кроме этих видов, например, или подобные им, вы можете с разницей как хотите. Текст просто не помню сейчас, именно на арабском. Но смысл таков. Получается, что сказали, например, есть один сорт ячменя, он 10 сум стоит. Есть другой сорт, который 50 сум стоит. Без разницы, килограмм за килограмм меняется и все. Только килограмм за килограмм. Чтобы процента не было. Потому что это один вид, это ячмень. А чтобы сомнения не было, чтобы деньги были халяльные, дозволенные, чистые, кулю тойиба мимма разакакумуллах. Ешьте только чистое, в котором нету сомнения, из того, что Аллах вам наделил. Хочешь есть только чистое, хочешь стать аулия, близким рабом Аллаха, продай лучше. Возьми выручку деньги и за деньги купи другой сорт. Никакого сомнения, никакого разногласия нет. Харрама риба, ахалля Аллаху аль-бая, ва харрама риба. Аллах разрешил, бояте, что говорится? Вам куплю-продажу, но запретил вам риба проценты. Ясный аят. Или где засомневались, сомнительное не заходит. Беремся за то, что явное, открытое, ясное. Особенно в еде, как вчера в уроке брали, потому что один кусок еды, который попадет в твое тело, поменяет твое сердце, как сказал Хасан аль-Басри. Предыдущему положению ты не вернешься, говорит, после этого куска мяса. Если это было сомнительно, если это было харамное запрет. В предыдущем положении твое сердце было более благочестивым, более чистым. Но с момента, как ты проглотил этот кусок, сомнительный или запретный, или чье-то право съел, с этого момента твое сердце, предыдущее положение уже не вернется, будет хуже, будет ниже, будет грязнее. Особенно в еде. А мы деньги в первую очередь тратим на еду. Без еды нам не существовать. И это надо понимать. Особенно тем, кто уже стали на путь истины, которые начали уже читать пятикратную молитву, вести праведный образ жизни. Хочет высоких степеней добиться в этом мире и в ахирете.